الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Восхваляем Всевышнего Аллаху Субханаху ва Тааля, который достоин всех наших похвал. К Нему прибегаем за помощью, и у Него просим прощения совершенных грехи, и к Нему прибегаем от зла наших душ и наших дурных поступков. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля наставил на истинный путь, то никто не ведет его в заблуждение. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля ввел в заблуждение, то никто не сможет наставить на истинный путь. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, который един, нет у него товарищей, и свидетельствую, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб, его посланник. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншаллах, продолжим чтение хадисов из сборника Сунан Абу Дауд, рахимахуллах та'аля. Китаб ат-Тахара, первая книга, книга очищения, глава 76. Это главы, связанные с тем, что нарушает омовение, и то, что не нарушает омовение. И мы эту главу начали на прошлой неделе. Глава касалась того, бабун фитаркиль вуду и мимо мастиннару. Глава оставление, то есть несовершение омовения после того, как человек поел то, что было приготовлено на огне. То есть такой вопрос был раньше, во время посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. И здесь автор приводит хадисы, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, он ел пищу, которая была сварена на костре, которой коснулся огонь, и после этого совершал намаз и не совершал омовение. Там было несколько хадисов, мы приводили. Был хадис Ибн Аббаса, что Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям поел мясо, баранину, затем шел намаз и совершал омовение. Также был хадис Мугира ибн Шу'ба, в том же смысле. Здесь автор привел несколько хадисов. Хадис Ибн Аббаса, еще один. Хадис Джабира, радаллаху анху. И мы вот дошли до хадис, еще не хадис Джабира, радаллаху анху. Здесь 191 хадис в книге. Ан Джабирин каля, что Джабир ибн Абдуллах, радаллаху анху, сказал: «Кана ахир аль-амрайни мин Расулилля саллаллаху алейхи ва саллям тарку аль-вудуи мимма гайрат ан-нар». То, что кана ахир аль-амрайн, последний из двух действий и двух приказов мин Расулилля саллаллаху алейхи ва саллям, от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, было тарку аль-вуду, оставление омовения, то есть несовершение омовения мимма, после того, как человек употреблял в пищу то, что было изменено огнем. Поэтому здесь Джабир говорит, что два было действия. Первое, что тахарат нарушается, потом последнее было, что тахарат не нарушается. Это хадис, сказать, что это хадис, предыдущий хадис, который был, что Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ему поставили хлеб, мясо, он поел и хлеб, и мясо, затем он попросил, чтобы принесли ему воду, совершил омовение и совершил намаз зохр или намаз. После намаза он вернулся и попросил, чтобы ему дали обратно то, что он ел, сидел, не доел. Ему дали то, что остатки еды, которые были, он их сел и покушал после намаза. И уже намаз аср и кенде, он уже встал совершать намаз без совершения омовения. Поэтому первый раз на зухар у него тахарат, наверное, не было, испортился. На второй раз он уже, не обновляя омовение, встал и совершил намаз. Поэтому последний из двух действий и двух приказов Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям было, что тахарат не нарушается. И приводит здесь автор Абу Дауд последний хадис в данной главе. Хадис со слов Убайд ибн Фамамат аль-Муради قال: قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث ابن جزء
сказал то, что к нам, говорит, в Египет приехал Абдулла ибн Харith ибн Джес. Сказано, то есть этот сподвижник, рахимахуллаху тааля, как здесь сказано, сподвижник, сказал Бухари, что он был сподвижником, жил в Египте, и упоминает Ат-Табари, рахимахуллах, что его имя было Аль-Аси, то есть грешник, ослушающийся, и Пророк Мухаммад изменил его имя на Абдулла. Абдулла, и это он, Абдулла ибн Харith ибн Джаз, это последний сподвижник, который умер в Египте в 85 году по хиджре или после него. После него Абдулла ибн Аль-Харith ибн Джаз бин Асхаби Расула саллям, из сподвижников посланника Аллаха саллям, прибыл в Египет. فسمعته يحدث في مسجد مصر قال, и сказал Убайд, что я слышу, как он рассказывал, то есть хадисы рассказывал в мечети Египта. قال لقد رأيتني سابع سبعة أو ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل. Ты меня мог увидеть, мы находились, то есть или нас было 7, я был 7, или было 6, я был 6. Мы сидели в доме одного мужчины, тут не сказано кто, 6 или 7 человек сидели в одном из домов. فمر بلال, и мимо них проходил Биляль, радаллаху анху, فناداه بالصلاة, и позвал совершать намаз, объявил о том, что наступило время намаза. فخرجنا فمررنا برجل, и мы, говорит, вышли с Пророком Мухаммадом и пошли в мечеть для совершения намаза. فمررنا برجل, и прошли мимо человека, وبرمته على النار, и в это время его, скажем, котелок стоял на огне. То есть проходил человек, который варил пищу в котле, в казане. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, и проходя мимо, посланник Аллаха сказал ему: «Атабат бурматука», готова ли пища, то есть еда в твоем котелке, то есть сварилась пища, можно ли ее есть? «Каля наам», сказал, что да, то есть еда уже приготовлена. «Наам би аби анта ва умми», и он сказал, что, скажем, пусть будут выкупом за тебя моя мать и мой отец, так они как уважение проявляли, то, что мы готовы пожертвовать ради тебя, даже родителями, ради посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. «Фатанавана минха бад'атан», и он, скажем, протянул, он, Пророк Мухаммад саллям, этот человек взял кусок еды из этого котла, из этого, скажем, сосуда. Фалям язаль, Пророк Мухаммад взял, то есть еду из этого котла, начал кушать его. Фалям язаль я'алакуха хатта ахрам бис салати, и он, получается, как бы жевал или держал во рту эту пищу, пока не начал совершать намаз, то есть до такбира практически. То есть там начал, когда дошел до мечети, во рту сейчас были остатки. И получается, перед самым намазом, перед самым Аллаху акбар такбиром, он уже проглотил до конца остатки пищи, которые он начал есть. «Уана анзуру илейхи», я, говорит, на него смотрел в это время. То есть этот подвижник, этот человек видел, как он совершал, это он совершал перед моими глазами. И, скажем, то, что человек очень хорошо выучил. То, что Пророк Мухаммад совершал, оставил в памяти. Как будто сейчас я вижу, да? До сих пор я вижу, как он совершает таким образом. То есть показывает, что Пророк Мухаммад, получается, пища была во рту, она сварилась на костре. Он, скажем, взял ее в рот, ел, дошел там, получается, даже, может, шел, еще доедал пищу. Вот так можно понять из данного хадиса. И там уже перед самым такбиром, перед самым намазом, он проглотил остатки еды, проглотил, и сказал такбир, и начал совершать намаз. Получается, что он, тахат у него не нарушался, он совершил намаз. Этот последний хадис в данной главе говорит, что тахат брать не нужно после употребления пищи, того, что было сварено на огне. И сразу после этого Абу Дауд приводит следующую главу, Бабу ташлиди фи залика, глава о том, что как усиление в этом вопросе, имеется в виду, что глава об обязательности омовения. То, что если поел что-то, сварено на огне, что необходимо ему совершить омовение. То есть приводит противоположное, второе мнение.
что оно обычно так мухаддисы. Если есть хадис, приводит, если есть разногласие, приводит 2 главы, где приводится противоположный хадис друг к другу. Сначала привел то, что хадис не нарушает, потом привел то, что хадис нарушает. И хадис на данную тему. И приводится со слов Абу Хурайры, радаллаху анху, который сказал: «Кали Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям», сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям: «Аль-вуду'у мимма антажат ан-нару». Сказал, что омовение совершается после того, что было сварено на огне. Здесь имеется в виду, что это обязательно совершать, то есть фарз, совершение омовения, или обязанность совершать омовение после того, что, если то, что поели, то, что было приготовлено на огне, сварено на огне. Здесь выходит то, что хадис приводит в сборнике Муслима, Тирмизи, Насаи и других сборниках, то есть хадис он достоверный. И второй хадис, также в этой главе, عن أبي سلمة أن أبا سفيان ибн Саид ибн аль-Мугира, что Абу Суфьян ибн Саид ибн Мугира рассказал ему: أنه دخل على أم حبيبة, что он вошел в дом к Умми Хабиба, супруге, жене посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, дочери Абу Суфьяна, فسقته قدحا من سويق, и она положила ему пищу, то есть пищу в сосуд сауик, то есть наложила ему в сосуд сауик, если она Умма Хабиба, радаллаху анха, то есть дочь Абу Суфьяна, ее звали Ар-Рамля, и посланник, она приняла ислам еще в Мекке, переселился в Хабаша со своим мужем Абдуллах ибн Джахшем, он умер там, в Эфиопии, в Хабаша, и Пророк Мухаммад салям взял ее в жены, когда она находилась в Эфиопии. И уже в Медину приехала, как жена посланника Аллаха салям. Она положила этому человеку, Абу Суфьяну, ибн Саид ибн Мугира, сауик. Сауик — это еда, ячменная мука, которая немного была поджаренная, туда вложили не ячмень, а ржаная мука, туда ячмень, кукуруз, там масса и так далее. То есть все это смешивалось, и это была еда, которую ели, наложил ему сосуд в кадах, немного еды. Фадаа бимаин, и когда он поел эту пищу, попросил, чтобы им принесли воду, фамадмада, и он сполоснул рот. Просто поел и сполоснул рот, там не остались остатки пищи. Калат, и после этого Умму Хабиба сказала ему: «Ябна ухти, о сын моей сестры». Ябна ухти, сын моей сестры, получается, как он был, ей был племянником. Ее был племянник, то есть сказала: племянник, сын моей сестры. Аля татаваддау, почему ты совершаешь омовение? Почему ты просто сполоснул рот и совершаешь омовение? И Наби саллаллаху алейхи ва саллям, так как посланник Аллаха сказал: «Аль-таваддау мимма гайратин нару», совершать омовение, если вы поели то, что было изменено на огне. Аукаля мимма масатин нар, или то, что коснулось огня. Вот такой вопрос, поэтому то есть, 2 главы, в одной нарушается, в другой не нарушается, и в обоих есть хадисы, то есть хадисы достоверные, поэтому в этом вопросе есть разногласия между учеными. То есть первое мнение, то, что не нарушает, если человек поел то, что сварено на огне, тахарат не нарушает. Это мнение 4 халифов, то есть Абу Бакра, Умара, Усмана и Али. И иногда там ученые приводят, что если есть разногласия, здесь 2 вопроса имеется, есть 2 мнения в каком-то вопросе, и человек не знает, куда склониться, то посмотреть, что делали 4 халифа. Если халифы одну из них выбрали, значит, следуй ему. То есть некоторые ученые так говорят, что если сомневаешься, смотри на халифов. Абу Бакр, Умар, Усман, Али, если они вокруг единогласны, значит, иди за ними, иншаллах, не ошибешься. Также здесь приводят, что это мнение Абдуллаха ибн Масуда, Абу Дарда ибн Аббаса, Абдуллаха ибн Умара, Анас ибн Малика, Джабир ибн Самура, Зайд ибн Thабит, Абу Муса аль-Аш'ари, Абу Хурайры, Убей ибн Кааба, Абу Тальхи, Мугир ибн Шу'бы, Джабир радаллаху, Аиши и сподвижников. Там также очень много табиинов, считают, что не нарушается.
Это мнение имама Малика, Абу Ханифы, Шафи'и, Ахмада. Ну, все 4 масхаба, скажем, Абдулла ибн Мубарак, Исхака и других. То, что тахарат не нарушается. И есть только некоторая группа ученых, даже если не упоминается кто, да, просто авторы, потому что их поменьше, эти все основные, что тахарат нарушается, они приводят данные хадисы. Но, как было сказано, то, что здесь хадисы есть и те, и другие, но из-за того, что хадис Джабира был последний из 2 дел, значит, получается, предыдущие хадисы, которые говорят, тахарат нужно брать, они считаются мансух, отмененными. То есть они есть, в книгах написаны, но эти хадисы являются как аннулированными. Это было, и это было изменено. Потому что последнее, что Пророк Мухаммад совершал, он омовение не обновлял. Или, скажем, второе, что первое это мансух, отмененный, аннулированный хадисы. Второе, что имеется в виду в хадисах не тахарат, а просто помыть руки и рот сполоснуть. Потому что слово вуду, тавадда, в арабском языке может означать как тахадзать, как мы совершаем омовение, так и просто помыть руки, сполоснуть рот. И то, другое, оно очищение. Очищать, поэтому это тоже может иметься в виду, что просто помыли рот, скажем, сполоснули, то есть, рот и кисти рук. И как сказал имам Навави, рахимахуллах, что вот это разногласие между учеными, оно было, скажем, то есть, в начале, как бы, первых поколениях ученых, затем говорит, аджма уляма, затем говорит, ученые стали единогласны, то, что тахарат не нарушается. Если человек поел, что был сварен на огне, поэтому в этот вопрос часто вот споришь, многие не знают, так ведь? То есть многие мусульмане, потому что не знают. То есть, так как, скажем, у нас как Абу Ханиф масхаб обычно, да, он вообще не упоминается в книгах, потому что это как, было и прошло, нет такого вопроса. Тахарат не нарушает, поэтому зачем упоминать? Поэтому чаще всего такого вопроса не знают и не, скажем, и прощены многим людям. Потому что не знали, да, это Башара Ортмей, да? Нет проблем для человека. Поэтому обычно, когда это уже, здесь хадис есть, поэтому хадис почитаем и подряд. Мы не можем хадисы выкидывать из сборника Абу Дауда, то, что мы приведем, мы то же самое и приводим. Поэтому правильное то, что тахарат не нарушается. Можете есть спокойно и тахарат не брать. Если тут скажет, это было в начале, отменено. В настоящее время это действие не используется, не применяется на практике. Это было во время пророка Мухаммада салям, в те времена, когда шариат еще был неполный, там Аллах Та'аля менял многие вещи. Следующая глава Бабуль вуду'i миналь лабани, глава, скажем, омовения после, скажем, питья молока. Здесь имеется в виду, то есть молоко, то есть тахарат брать или нужно, или просто рот полоскать, не полоскать. Потому что слово вуду, может быть и омовение полное, как сказали, может и просто, скажем, помыть какую-то часть тела. И приводится хадис со слов Абдуллаха ибн Аббаса, радаллаху анху, анна наби саллаллаху алейхи шариба ляманан, что пророк саллаллаху алейхи попил молоко, фадаа бимаин, и попросил, чтобы им принесли воду, фатамадмада, и просто сполоснул рот. Попил молоко, и когда принесли воду, просто сполоснул рот. Фумма калас им сказал, инна лаху дасаман, сказал, что у него есть жир, так, да, то есть молоко есть там, да, масло, да, жир, которое остается во рту, чтобы его, скажем, смыть его. Да, то есть для арабского языка сказать молоко, это, скажем, в Саудовской Аравии у нас немного, это их местное, потому что слово лябан и слово халиб, они оба означают, скажем, то, что подоено, свежее. В арабском языке и лябан и халиб оба означают. Но просто в некоторых странах, как в Саудовской Аравии, у них там халиб это свежий, лябан у них там кисломолочные продукты. А изначально это просто как их применение, их там орф, да, как у них принято. А на самом деле, если открываешь хамус любой арабский язык, это сказано, что, скажем, майюхля бихи, то есть, то, что махулиба, то, что было подойно, там, свежее молоко. Поэтому здесь имеется в виду именно молоко. Молоко, и Мухаммад сказал, что у него есть жир, да, есть молоко жирное же обычно, во рту остается. Поэтому просто он смыл эту вещь. Там, что ученые приводят в шарах то, что там может какой-то запах быть там, да, то есть если бывает, что там запах молока бывает, тем более там располоснуть. И поэтому, и там также любая другая пища, которая жирная, чтобы во рту остается, лучше все это сполоснуть, смыть остатки пищи. Потому что остается там между зубами, там во рту, после каждой еды просто сполоснул рот, и проще будет, там, может, зубы вот, да, там здоровее будут. А если там остается что-то остатки, если ходишь, там это уже начинает и запах выходит, и гниение, и так далее, и кариес, эти вещи возникают. Здесь имеется в виду, то есть омовение просто сполоснуть рот. То есть не брать тахарат. После употребления, как попился молоко, тахарат брать не нужно.
И глава следующая, бабур рухсати фидалика, глава, то есть разрешение даже рот не полоскать после молока. То есть разрешение, даже не брать тагат и не полоскать рот после, кто попил молоком. И приводится хадис Анас ибн Малик, со слов Анас ибн Малик, радаллаху анху, анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям шариба лабанан, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям попил молоко, фалям юмадмит, и он, говорит, не сполоснул рот после этого, время того отдали его салля, и тагат не брал, и пошел на намаз. Попил молоко и пошел на намаз. Даже рот не полоскал, и тагат не брал. Показывает, что это не является фарзом, это максимум является желательным. То есть полоснуть рот после еды, после молока, это является мустахаб. Максимум, это не может быть фарзом, является обязательным. То есть пророк Мухаммад сделал так, в один раз, в другой раз сделал по-другому. Попил, даже рот не полоскал, тагат не брал и встал на намаз, как есть. Показывает, что это тагат не нарушает и не является фарзом, просто является желательным действием. А следующая глава Бабуль вуду и минаддами, глава совершения омовения после выхода крови, то есть нужно или не нужно. То есть и автор здесь приводит один хадис, поэтому это же его мнение, поэтому любая книга это же мнение автора, то, что он к чему пришел. Автор, к какому мнению он его иджтихад привел. И здесь приводится хадис ан Джабир, Джабир ибн Абдулла, радаллаху анху, который сказал: «Хараджна ма Расулля саллаллаху яни фи газвати зат ар-рика». Мы, говорит, вышли вместе с посланником Аллаха саллаллаху, то есть в поход, битву, которая называется зат ар-рика. Слово газва означает, что там пророк Мухаммад присутствовал обычно, когда в Сирии, что есть походы, где пророк Мухаммад сам присутствовал лично, если он просто посылал поход. И если сказано газва, имеется в виду поход, то есть, где пророк Мухаммад участвовал. Если бы не было, там называлось бы сария, там называется. И зат ар-рика был такой поход, называется, скажем, как есть слово река, это как заплатки, можно сказать. Зат ар-рика, поход обладателей заплаток. Так переводится. И есть разногласия, в каком году он был. Здесь сказано, что одна версия, что он был в 4 году после хиджры. Есть версия, что был уже попозже, уже после Хайбара, тоже получается в 7 году. В 7 году, то есть вот две версии. 4 год и 7 год. Приводится, потому что где-то приводится в 4 году, где-то приводится уже в конце 7 года. Зат ар-рика. И название похода, скажем, заплатки, там тоже приводится несколько мнений. Одно мнение то, что да, так назывался, то есть, водоем, где они находились, ар-рика. Другое мнение то, что там, где они были, там были горы разноцветные, как заплатки. То есть горы, которые были цветные кусками, горы, поэтому как вот заплатки были. И третье мнение то, что то есть сахаба, сподвижников было, как приводит Абу Муса аль-Аш'ари, радаллаху анху, в сборнике Бухари и Муслима, мы, говорит, вышли с пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям в поход. Нас было, говорит, 6 человек на одного верблюда. То есть был один верблюд и 6 человек, которые ехали по очереди. Наехали на верблюде по очереди. И, скажем, наши, говорит, ноги, говорит, стерлись. То есть там обувь была плохая, там или ноги стерлись, скажем, были мозоли. Они, скажем, как портянки, да, они как одевали, там мотали на ноги, как заплатки, там портянки наматывали на ноги, то есть у них кровь, ноги кровоточили, потому что шли пешком там по камням, по пустыне, скажем, без подошв. Такая была простая у них обувь. И даже, говорит, у нас там ногти падали, говорит, потому что ударялись об камни, то есть ногти выпадали у сподвижников. И, говорит, мы, говорит, наматывали, говорит, тряпки, говорит, на ноги, чтобы себя уберечь от, скажем, боли, от крови, и поэтому, скажем, было названо, скажем, как зат ар-рика, как, скажем, как заплатки, как портянки. Вот приводится несколько мнений ученых по поводу этого похода. И вот в этом походе вышли с пророком Мухаммадом зат ар-рика, фаасаба раджулун имраатан раджулин миналь мушрикина. И в этом походе один, то есть мусульманин, скажем, как взял, скажем, как говорится, в плен одну женщину, то есть жену одного из мушриков. Она попала в плен, скажем, одному из мужчин-мусульманина. فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. И тот человек, мушрик, которого жену забрали в плен,
он поклялся, что он, скажем, что он как бы не прекратит преследовать мусульман, пока не прольет кровь одного из мусульман, одного из подвижников. Пока кого-то не убьет, я, говорит, не успокоюсь. Так себе дал клятву этот мушрик. Фахараджа ятбау аthар наби саллаллаху алейхи ва саллям. И он начал искать, где находится пророк Мухаммад саллям, идти по его следам. Фаназиля наби саллаллаху алейхи ва саллям манзилен. И пророк Мухаммад был в походе, как раз вот надо был, возвращался в Медину. Пророк Мухаммад остановился в одном месте, на привал, на ночлег. Факаля ман раджулин яклауна. И сказал подвижникам, кто нас будет оберегать, кто будет нас охранять. То есть ночь была же, поэтому кто будет нас ночью будет охранять. Фантадаба раджулин мин аль-мухаджирина. И вызвался один мужчина из числа мухаджиров. Мухаджиров это Амар ибн Ясир, радаллаху анху. Раджулин мин аль-ансари, и мужчина из числа ансаров. Это Аббад ибн Бишр. Два сподвижника, Амар ибн Ясир и Аббад ибн Бишр, как приводится у Байхақи, рахимахуллах. Факаля куна бифами шабе. И сказал им пророк Мухаммад, будьте, то есть стойте, вот, в начале ущелья. То есть охраняйте нас, в начале ущелья, где там узкое место есть, где враг может напасть, чтобы его было видно со всех сторон. И когда когда эти два сподвижника, они отошли, то есть отряд остался здесь, они отошли туда, где, скажем, самое узкое место, где могут напасть, вот род, да, начало ущелья. Истаджа аль-мухаджирию, вакам аль-ансарию юсалли. То есть один из них, то есть мухаджир, Амар ибн Ясир, лег спать, а из ансар, Аббад ибн Бишр, он встал охранять. Договорились между собой, то, что когда полночь спишь, полночь охраняешь. Поэтому первый лег спать, другой встал охранять, но встал на намаз. То есть он, который охранял, его была очередь охранять, он встал на намаз. И в это время пришел тот человек, который искал мусульман, чтобы отомстить за жену. Это как раз в это время подошел тот человек, и когда он увидел, как тень, да, силуэт, то есть увидел силуэт человека, там ночью не видно, кто такой, поэтому просто увидел издалека силуэт мусульманина, то есть Аббада Миша, совершающего намаз. Он понял, что это как раз охранником, да, авангард. Он понял, что это охранник мусульман, что он мусульманин. Догадался, фарамаху бисахмин, и он выстрелил в него из лука. То есть взял и пустил в него стрелу издалека. Фавадааху фиги, и попал, то есть мусульманина, то есть он стоит совершать намаз, попадает в него стрела. Фаназааху хатта рамаху, и мусульманин стрелу выдернул. Прямо в намазе попадает стрела, какую часть тела, он ее выдергивает, и намаз, пытается читать намаз, не прекращает. И так он выстрелил в него 3 раза. То есть 3 стрелы выпустил. Каждый раз мусульманин эти стрелы выдергивал и намаз читал. Только после этого он сделал руку, саджда, и намаз дочитал до конца. То есть пока стрела не попала в него, он намаз продолжал, не останавливался. Затем после этого или разбудил своего товарища, или тот проснулся. فلما عرف أنهم قد نذروا, и когда тот стрелок узнал, что его поняли, он сбежал. То есть понял, что его узнали, где он находится, чтобы его не поймали, он убежал в это время. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري, и когда увидел, то есть мухаджир, Амар ибн Ясир, что произошло с этим ансаром, с Аббад ибн Бишром, минад димая, то есть то, что у него течет кровь по телу. Каля субханаллахи, субханаллах, это сказать, удивление. То есть это возраст при удивлении, обычно говорится, аля анбахтани кауля марума. Почему ты меня не разбудил первый раз, то есть с первой стрелы? Почему ты меня не разбудил, когда в тебя попала первая стрела? Каля кунту фи суратин акрауха фалям ухибба ан актаха. И он сказал то, что когда я читал суру, которую читал, я не пожелал ее прерывать. То есть он читал суру, и он не хотел эту суру прерывать, пока не дочитать до конца. Вот так он был, читал, когда он так увлечен, когда погружаясь в суру, смыслы, он не хотел прерывать. Даже когда попала стрела, он продолжал читать намаз. И приводит, что это была сура Аль-Каф. Вот что он читал, то есть я сура Аль-Каф, как приводит Аль-Байхақи в Даляль Нубуа. И вот
такой хадис. Хадис, скажем, и понятно, что Абу Дауд, рахимахуллах, он, по его мнению, он привел данный хадис, и по его мнению, выход крови тахарат не нарушает, если он данный хадис привел, и это вопрос, в котором есть разногласия между учеными, нарушает или не нарушает выход крови омовение человека. Здесь есть два мнения. Первое, что, потому что хадис не только один хадис, еще много хадисов есть, кроме него. Поэтому хадисов много, он не единственный хадис, скажем, в этой главе, скажем, не первый, не последний, скажем, поэтому, скажем, если все объединить вместе, то есть у ученых есть два мнения по поводу нарушения тахарата после выхода крови. То есть первое мнение, это вот, кто здесь приводится, что не нарушает, это вот мнение Абу Дауда, как мухаддиса, это мнение и Малики, и Шафи'и, рахимахуллах, два масхаба, маликийский и шафи'итский, говорят, что тахарат не нарушается при выходе крови. И они приводят данный хадис. Их довод, это вот данный хадис, то, что есть кровь текла, намаз читал, не прерывал хадис. Второе мнение, это мнение Абу Ханифа и его учеников, и мнение имама Ахмада, ибн Ханбаля, что тахарат нарушается, но если она кровь потекла. Если кровь вышла и потечет, и там потечет, и ее будет много, там, потому что после выхода крови там еще условия, потечет или нет, мало или много ее. Поэтому, если она не потекла и мало, значит, тахарат не нарушается. Если потекла и много, получается, то тахарат нарушается. Вот два масхаба, получается, просто что имама Ахмада, то есть там у него там побольше, там, не как мало. То есть масхаба Ханафи, когда вот кровь порезала, вышла и потекла, да, нарушается. Имам Ахмада, чтобы там какой-то был, объем видимый, да, потому что чуть-чуть только, да, там лезет порезал, там вышло, там, да, пара капель. Даже потекло, не нарушается. А масхаба Ханафи нарушается. Здесь, получается, самый строгий масхаб в этом вопросе по поводу крови. Потому что любая кровь, если из раны выходит и течет, когда покидает место раны, вытекает дальше, то тахарат нарушается. Имам Ахмад тоже нарушается, но у него нужно, чтобы было, крови много было, то есть побольше. Мало, если выйдет, там пара капель, не нарушается. Если даже потечет. А если побольше, нарушается. А масхаб Малик и Шафи тахарат не нарушается. И приводится там, разногласия в вопросе, то есть много других хадисов приводится. Здесь хадисы, где приводится то, что тахарат нарушается, что по выходу крови, то есть обычно те, кто нарушает, говорят то, что самое достоверное, это то, что приводит в сборнике Бухари, если не ошибаюсь, это хадис истихады. Истихады, то, что одна женщина пришла к Пророку Мухаммаду, сказала то, что когда у нее там выделяется кровь, не прекращается, и она думала, что, возможно, это месячный у нее, и спросила, можешь ли мне намаз не читать? И Мухаммад сказал то, что нет, это у тебя, говорит, не месячные, это у тебя, говорит, айрк, это кровь венозная. Получается, там кровь выходит, вытекает, течет из вены. Потому что какая здесь или там, да, кровь? Хоть палец порезал, хоть порезал в другом месте, поэтому кровь венозная. То есть Мухаммад сказал то, что, сказал ей, то, что, ты совершаешь тахарат на каждый намаз. Получается, если тахарат не нарушался бы, то тахарат не надо было совершать ей. Поэтому вот это тоже Бухари хадис, что тахарат нарушается после выхода венозной крови. Поэтому вот, и та, и другая сторона имеют доказательства. Доказательства. С другой стороны, ханафиты данный хадис считали слабым. Вот данный хадис, который есть передатчик, есть, которого зовут Укайль. Укайль, он является слабым передатчиком. Укайль ибн Джабир. Также сказали, что это единственная история. Так и все, больше не было. Это одна история, единственная. Если было это много было этих вещей, а здесь просто один сподвижник совершал, поэтому, возможно, он, может, не знал там и так далее, да, такие варианты возможны. И хадис приводит Бухари, но он приводит его, то, что киля было сказано, не говорит, что его не приводится как с иснадом, как тагликан. Приводится, поэтому то, что даже Бухари посчитал его не очень достоверным, приводится, но хотя Бухари он тоже считал, как Абу Дауд, то, что выход крови тахарат не нарушает. Поэтому вот вопрос такой двоякий вопрос. То есть два масхаба нарушают, два масхаба не нарушают. Масхаб Ханафи нарушается. У них свои доводы, свои хадисы, свои доказательства. Другие масхабы считают, что хадисы нарушающие считают слабыми, других считают достовернее. Это вопрос очень обширный и объемный. Просто за один урок, даже разбирать не стоит, наверное, так подробно, глубоко, потому что там уже разногласия между учеными в хадисах, в их доводах, в правилах и так далее. Просто вспоминать то, что масхаб Абу Ханифы считает, что тахарат нарушается. Вышло, вытекло, нарушается. Имам Ахмад нарушается. Чуть побольше объем будет. Но Малик Шафи'и не нарушается. И Абу Дауд, он сам считал, что не нарушается, поэтому привел хадис, подтверждая свое мнение. Поэтому любая книга — это мнение автора.
это же не последнее мнение в мире, так, да? Это же как бы не от Аллаха мнение, это мнение, которое пришел автор. Потому что разногласия в фикхе они есть, были и будут всегда. И какое, могут быть и 2-3 мнения быть, но какое из них более правильное, знает только Аллах. То есть никто из ученых, никто из нас не сможет сказать точно, что это правильно, то неправильное. Просто, по моему мнению, это правильное. Но перед Аллахом какое правильное? Аллах алям. Поэтому, тем более, все основано на знаниях, на хадисах, на аятах, на правилах. Любой масхаб, любое мнение ученого, он не берет никогда его из воздуха. У него есть свой грамотный фундамент, который, не зная его, этот фундамент, его обвинять в чем-то будет неправильно. Потому что все ученые, они всегда полагаются на аяты и хадисы. Просто, понимают, может, иногда по-разному. То есть хадисы, может, не принимают некоторые хадисы, потому что у них свои есть правила, свои основы. И также, получается, объяснение, да, шарх этим хадисам тоже может отличаться друг от друга. Поэтому у каждого ученого есть свод правил, которые нужно знать сначала, прежде чем его обвинять в чем-то. Поэтому любое мнение — это мнение автора. Его мнение, то, что он посчитал более правильным. Но перед Аллахом, какое мнение правильное, знать может только в судный день. В этом мире мы не узнаем. Поэтому, кого-то обвинять, что он вообще неправильный, тот более правильный. То, что это мнение ученого, все это как будто последнее мнение в мире, как будто пророк сам сказал, это сказать будет неправильно. Потому что любой ученый, он ученый. Он человек, который может ошибаться. Может быть правда, может ошибаться. И даже он никогда не уверен, что его мнение может быть более правильное, чем остальные. Потому что только пророк Мухаммад мог сказать точно в этом мире, и в судный день только Аллах Субхану может сказать точно, да, что было правильное из этих мнений. Следующая глава Бабуль вуду минан-нум. Совершение омовения после сна, то есть сон. Нарушает ли сон омовение или не нарушает? Сон омовения. Здесь автор приводит уже много хадисов, разные хадисы приводит, поэтому мы сегодня начнем. Потом уже на следующем уроке иншаллах дочитаем. Первый хадис со слов Абдуллаха ибн Умара, радаллаху анху, «Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям шугиля анха лейлатан», что в одну из ночей посланник саллаллаху был занят, то есть ночной намаз, Айша, он, его заняли, и он не вышел. То есть подвижники сидели, ждали в мечети, а пророк Мухаммад немного задерживался, его тут занял, его тут отвлек, было какое-то у него действие. «Фаахараха хатта ракадна», он отложил ночной намаз, пока мы, говорит, пока мы не уснули в мечети, как сказал Умар, ракадна фил масджид, уже легли там или уснули в мечети. Thumma стайказ, затем проснулись. Thumma ракадна, потом опять уснули. Thumma стайказ, потом опять проснулись. Получается, было долго, да? Люди целый день ждали, весь день работали, ходили, поэтому уже ночной намаз, ночь. Thumma ракадна, потом опять, говорит, уснули, вот третий раз. Thumma хараджа алейна, потом только пророк Мухаммад вышел с ним. Поэтому, то есть пророк Мухаммад, там же не было, как у нас, азан, потом 10 минут, да, на камат. Там был пророк Мухаммад, и все ждали его. Был азан, вовремя, да? Люди начали собираться в мечети. И пророк Мухаммад, если он не был занят, смотрел, людей много, выходил в намаз. Мало людей ждал, пока соберутся. И на это он, может, приходил к нему в гости, там какое-то было дело, да, важное. Там люди ждали, а он там дело, вопрос решал. Поэтому задержался немного, выходил позже. Поэтому и никто не говорил ему, пророк Мухаммад, ты где выходи, да? Никто имам не вставал. То есть пока он был живой, при нем в мечети, в Медине, никто, его не пережал. Все ждали. Может, там спали, тогда, уставали и так далее, но ждали. Никто там не возмущался. Не возмущался, конечно, говорили там, да, спрашивали у него, пророк Мухаммад, но не было таких претензий к нему. Потом он вышел к нам, говорит, пророк Мухаммад, факаля, лейса ахадун янтазиру салата гайрукум. Сказал, что кроме вас в этом мире больше никто намаз не ждет. Вы единственные во всем мире, говорит, в настоящее время, кто ждет намаз. А ожидание намаза, как намаз, так ведь? Вы знаете, что привез хадис, если человек пришел в мечеть и ждет намаз, пишет, как будто намаз читает. Поэтому, если сидел, должен сидел, ты как будто стоял в намазе. Поэтому ожидание намаза в мечети перед намазом, как будто написано, как будто намаз читаешь. Поэтому, говорит, сказал, что вы единственные во всем мире, кто ждет намаз. Получает награду за ожидание намаза, больше никого нет в мире вообще. Потому что в Медине же было, то есть в эти годы там больше не было нигде мечети, кроме города, там, в других регионах совсем. Поэтому здесь Мухаммад салям, получается, как сахаба же, видите, ложились, там, засыпали, просыпались и читали намаз. Если сказал, что тахарат не брали.
есть, как будто когда он показывает, что как будто тахарат не нарушается. Можно понять из данного хадиса. Спали, просыпались, просыпались, читали намаз. То есть так можно понять из данного хадиса, что тахарат они не обновляли и читали намаз как есть. Затем приводится следующий хадис со слов Анас ибн Малика радхиаллаху анху, قال كان أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم. Сподвижники посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям ждали последний намаз, то есть айша намаз, ночной намаз, есть то, так что они клевали носами. То есть сидели, ждали намаз, и когда голова падала, так они клевали носами. Затем они юсаллюн, совершали намаз, более того, тахарат не обновляли. Значит, сидели, ждали намаз, когда спать охота же, получается, начали дремать там, у них там головы падали, клевали носами. И когда Пророк Мухаммад выходил, они вставали на намаз, тахарат не нарушал. Поэтому здесь уже понятно. Здесь же они не спали, ждали намаз, когда просто дремали, да. Потому что все же начинали дремать, когда падаешь, потом просыпается. Поэтому они не засыпали крепко. Просто там была дремота, показывает, что если человек не уснул, просто дремлет, клюет носом, то тахарат не нарушается. Так можно понять из данного хадиса. И приводится также со слов Катада данный хадис, «Каля куна нахфику аля ахди Расул саллям». Сказал, что мы, говорит, клевали носами. То есть, во время времена посланника Аллаха саллаллаху саллям. Значит, так совершали, то есть начали дремать, не засыпали крепко, вставали, совершали намаз после этого. Еще один хадис со слов Анас ибн Малика радхиаллаху анху, «Каля уқимату салату ля айшаи». Был сказан камат на ночной намаз на айша. Факама раджулюн факаля. Встал один мужчина и сказал ему: «И Расулаллахи, инна ли хаджатан». То есть сказал, что посланник Аллаха, у меня есть какая-то нужда там, да. То есть был сказал камат уже. Человек приходит к Пророку Мухаммаду салям, и задает вопрос, и Пророк Мухаммад начинает с ним, у меня есть какой-то вопрос есть, да, к тебе. Факама юнаджихи. И они начали разговаривать наедине. То есть они стоят вдвоем, и Пророк Мухаммад начал с ними разговаривать наедине, потому что никто другой не слышал их разговоры. Хатта на асалком, а люди в этом сидят в мечети, ждут. Видишь, в камат сказано намаз, человек отвлекает Пророк Мухаммад салям, те уходят в угол, человек разговаривает отдельно, все сидят, ждут намаз в это время. И сказал, что хатта на асалком, аубадраком, все люди или часть людей, когда начали дремать. Потому что люди ждали же, и опять откладывается намаз. И люди начали наас, то есть дремота их. Всех или же часть людей. ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا. Затем Пророк Мухаммад там дела решил, совершил намаз. Эти люди, они совершали намаз, омовение не обновляли. Совершали намаз, никто из них просто дремали же. Сказали, что спали. Не уснули, просто чуть-чуть там была дремота. Их начала одолевать их. Они совершали намаз, и не упоминается то, что они шли и обновляли омовение. Тоже показывает, что хадис дремота не нарушает. Просто дремали, не спали. То есть не уснули крепко, не потеряли контроль. Следующий хадис. Ан ибн Аббасин, со слов Абдуллаха ибн Аббас радхиаллаху анху, «Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кана ясджуду ва янаму», что Пророк Мухаммад посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям совершал саджда и спал в намазе, ва янфуху, издавал такие вздохи, или получается, как храпел, да, чуть-чуть там вздохи были спящего человека в намазе. Thuма якуму фаюсалли. Затем он вставал и совершал намаз. Более того, и тахарат не обновлял. Факульту лаху, и сказал ему Ибн Аббас радхиаллаху анху: «Саллейте, ты совершил намаз, улям татавадда, укатнимта, и ты тахарат не обновил, говорит, а ты спал же, говорит». То есть сказал Пророк Мухаммад, ты поспал, стал намаз, тахарат не обновлял. Факаля, на что Пророк Мухаммад сказал: «Иннамаль вуду'у аля ман нам мустаджан». Сказал, что омовение нарушается у того, кто спал лежа. То есть иннама получается только. То есть омовение нарушается только тогда, если человек поспал лежа. Мустаджан. Получается, если спал там сидит, в любом состоянии, тахарат не нарушается. Исходя из данного хадиса. Потому что добавил Уthман, добавили: «Фаиннаху ида стаджа». Если человек лег, и стархат бафасуху, то есть он расслабляется. Потому что сидит, он собранно сидит. Если человек ложится, он расслабляется, засыпает, и тем самым его тахарат нарушается.
вот данный хадис, ну, он как бы спор достоверности, на масхабе Ханафи он как бы является достоверным по масхабе Ханафи, потому что масхабе Ханафи считается, что если человек спал лежа, тахат нарушается. То есть любой сон лежа нарушается, а если человек сидел там, сидя, человек сел, сидя там, да, в каком-то другом положении, там уже тахат может не нарушаться, сказано. Потому что если лежал, все, нарушается. А если человек сидел, скажем, ну там уже есть разногласие, то что если человек сидел, то есть если человек сидел там, да, скажем, сжав ягодицы там, так на земле, так, чтобы себе плотно, чтобы не упасть, сидел там и, скажем, может, там спал даже, так приводится, что тахат не нарушается. Потому что есть сахаба спали. Потому что он сказал, что, скажем, они сидели там, да, плотно, сжав там, да, все тело сжато было, поэтому, скажем, они не спали крепко до конца. Так объясняется. Если лежать, то уже тахат нарушается. Если сидя там, тахат, то что, ну, в некоторой ситуации не нарушается. И тут там есть разногласия между учеными, как нужно сесть, да, чтобы тахат не нарушился. Поэтому, в принципе, если человек, конечно, сидит или лежит, если он потерял контроль вообще над собой и ничего не помнит, то в этой ситуации, когда, ну, вернее всего, тахат нарушен. Потому что есть разногласия между учеными сон. Он сам нарушает тахат, или он как причина. То есть сон сам, или как бы, тот, что как раз засыпает, он уже потеряет контроль. Из него может выйти что угодно, так, да? Из него газы могут выйти, и он это не почувствует. Поэтому здесь два мнения, то, что первое, сон сам тахат нарушает, или второе мнение, что не сон сам, а он просто как причина. Потерял контроль, вышли газы, потому что не почувствовал ничего. Поэтому, когда вот из-за этого, не то, что уснул, поэтому если человек уснул и когда перестал слышать, что происходит вокруг него, потерял контроль над собой полностью, все, то есть ушел, да, в глубокий сон, значит, тахат нарушается в основе. Если человек просто дремлет, и он слышит, может лежит или сидит, и помнит, слышит, что происходит вокруг него, значит, он не спит еще полностью. Значит, он еще контролирует свое тело, понимает, что происходит. В этом случае тахат еще у него не нарушается. Не нарушается, поэтому... И тем более, что это же был пророк Мухаммад салям. А пророк Мухаммад салям, как сказано в хадисе Аиши, он говорил, что «танаму айная, валя янаму кальби». Просто он говорил, что, скажем, мои, говорит, глаза, говорит, спят, говорит, а сердце, говорит, не спит. Это особенность пророка Мухаммада салям. То, что глаза закрыты, а сердце у него бодрствует. Поэтому это его касается. Может, наш, конечно, не касаться, да? А его касается, то, что он отличался от нас, если он даже спал, его глаза были закрыты, но его сердце, оно, то есть ля танаму кальби, его сердце, оно не, скажем, спало. Поэтому, скажем, он чувствовал, что происходит. Он знал, что происходит, поэтому, скажем, в отличие от нас. Мы, конечно, если так происходит, мы уснем, да, теряем контроль. А пророк Мухаммад салям контроль не терял. Поэтому это, сказать, что его особенность касается его данное действие. Данное действие по поводу сна, там, здесь сейчас не хадис, конечно, но, думаю, что все не успеем его. Там приводится до 9 мнений по поводу сна. То есть сон такой вопрос в фикхе, то, что портит, не портит, и когда портит. Когда не портит, там приводится до 9 мнений между учеными по поводу нарушения тахата после сна. Поэтому, иншаллах, здесь остался один хадис на следующую неделю, на следующий понедельник, иншаллах. И там еще как раз упомянем некоторые мнения. То есть один хадис прочитаем, затем, иншаллах, упомянем некоторые из мнений, которые приводятся о том, нарушается сон или не нарушается сон, тахарат. Вот, некоторые из них, не все, 9, слишком много будет. Так, самые основные, такие самые известные из данных мнений, иншаллах. Иншаллах, на сегодня на этом остановимся, иншаллах. И думаю, то есть на следующий понедельник, наверное, где-то за час, да, до намаза, да? То есть за 1 час до ясту. Не знаю, сколько точно будет. Аллаху акбар, Аллах.